Историческая швейная машина «Зингер», расписной комод столетней давности и бытовая утварь. За каждым экспонатом человек, семья, история. На почетном месте вот этот тяжелый фанерный чемодан «Килинг», своеобразный сейф 1898 года. В нем ингуши хранили оружие, документы и ценные вещи. В нем не было бы ничего примечательного, если бы не удивительная судьба его владельца, который сам его смастерил. В далеком 1944 году Эгебекхану Дзаурову вместе с семьей и земляками пришлось надолго покинуть родной кров. 19 дней и ночей ехал их поезд в Северный Казахстан в село Явленко. Весь путь в неизвестность его сопровождал секретный чемоданчик, который сейчас украшает музей Канташевской первой школы. Эйр дохлц вахлор суяли. Но ханзер яхан нах цуханер нах динхан блари может увель вегерч хакачач хамах тетсбяны бомегер цухан чахлин нах ханзем хаец малды тикят меди хаец но цухан шаш хаяж хлинып цухан шекюгец хая шчалилия царкунги ча бочи улж музей аухтян хаянир они алч 19 веке яхмир цардас. Благодаря этому сейфу он сохранил свои документы, но воспоминания предпочел оставить на чужбине. О том, в каких условиях пришлось выживать, Эгебекхан рассказывал неохотно. Говорил лишь, что трудно было. Но, несмотря на все обстоятельства, сильный ингушский дух сломить не удалось. Изнурительной работы в те годы никто не боялся. Все были в чем-то задействованы. Учились жить в суровых условиях и сами учили ингушской мудрости азиатских соседей. Первое время обучали. Люди едешь Бог. يا أخي خير الحمد لله عقبال موجود يا أخي ديكارج بيا عليه يا أخي تعبيرهم بقيلابش هذا تريد سيخن سامد نعى وقع بنخ تسمو ولا تسبيعه ولا تريش لدور يا سادوش الحماج تخلو خنيت سجاح ما تشيل أتباش люди едешь боя враги народа боя что сидوا что ищ дяха хам царветом. Потом со временем можешь, сделал, позволил, датыш, дахайтыш, чай, дахайтыш, ханас, сделал, маш на шелк и халюжда, делал, я дахайтыш, постепенно успел, сейчас бушам. За 13 долгих лет на чужбине они не потеряли своего достоинства, сохранили надежду на будущее. Как рассказывает Муса Дзауров, племянник Эгебекхана, во время выселения в их роду было только 2 мужчин. И только в 50-м году у Бекхана появился наследник. В последующем они не раз посещали места, где вместо сказки для них звучали рассказы о родном крае. Казахстан, это Ошхамир, советское время. Так, все пахамш. Безе, отходишь, вар, Аксессия ведь каждый человек, мест временно прописки нашим буги. Да, фамилия Аиш, метрические нарисуют. Я секретарь. Сухарди, Сухархан секретарь, я Сухар, где-то 70-х годах. Да, местный божаскаж, что от Бхабрю, когда гештолцы на 8 годах месяц, звагивает шабези без очахан, с воспоминаниями, что дашкуш, хашвеш, что я жил бабцар. Теперь этот этап жизни Дзаурова бережно хранится в школьном музее. Здесь в каждом экспонате исповедь предков. Еще больше в них советов молодому поколению, призывающих беречь то, что имеешь, жить в мире и дружбе. Вряд ли найдется в Ингушетии семья, в которой слово «депортация» знают понаслышке. Люди с такими разными судьбами, но до боли схожей историей, сумевшие выдержать все тяготы жизни и не потерявшие веру в лучшее. Пройдя этот путь до конца, Эгебекхан Дзауров умер в 1970 году в родном крае, оставив этот старый чемодан, в котором спрятал самые сложные воспоминания. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.